Сегодня 11-я годовщина со дня гибели Александра Наговицына, некогда замначальника УФСБ по Коми. Он погиб в ходе контртеррористической операции в одном из ингушских селений. За мужество, отвагу и самоотверженность Александр Наговицын был награжден Орденом Мужества посмертно. Но в сердцах боевых друзей, сослуживцев, родных он навечно остался живым. 14 сентября 2008 год. Ингушетия, село Верхние Чалуки. По оперативной информации, в 49-м доме по улице Заречной у своих родственников скрывается боевик Тангиев. Подступы к зданию блокированы бронетехникой. Жителей соседних домов эвакуировали. На предложение сдаться в ответ пулеметные очереди. В Верхние Чалуки вызвали дополнительные силы, в том числе боевые вертолеты. Боевик Тангиев, осознав, что шансов остаться в живых у него нет, решил прорываться с боем. Под шквальным пулеметным огнем погибли 4 силовика, в том числе и руководивший штурмом первый замначальника УФСБ России по Ингушетии Александр Наговицын. Он не Наговицын был бы, если бы не бегал, понимаете? Вот. Хотя в теории, конечно, сиди в кабинете на рули. Какая тебе... И я его, откровенно говоря, и уговаривал вести себя именно так, когда он уезжал. Я говорю, ты хоть голову-то в пекло не суй. Ну, Наговицын, что тут скажешь? Он по-другому, видимо, никак не мог. Штурм дома завершился за полночь после атаки боевых вертолетов. Трехэтажный дом, в котором оборонялись трое боевиков, был разрушен до основания. Помимо Тангиева были ликвидированы 2 других террориста, отец и сын Булгучева. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Александр Наговицын посмертно награжден Орденом Мужества. На протяжении даже работы в управлении в Коми он очень часто сам был инициатором таких серьезных операций. Нельзя назвать их, условно говоря, боевыми, в смысле, работы на Кавказе, но экстремальными, естественно, это определение больше подходит. Поэтому он боевой офицер, и, естественно, для него выполнение долга было связано именно с работой в таких горячих, экстремальных точках, где проявляется характер, где нужно иметь мужество, проявить волю. Поэтому это его осознанный выбор, он знал, на что идет, был готов к этому, но, к сожалению, иногда мы не властны в обстоятельствах, которые предлагает нам судьба. Александр Наговицын родился в Сыктывкаре 24 декабря 1963 года. В 7 лет пошел в 15-ю школу, спустя 3 года перевелся в 1-ю. Увлеченно занимался спортом, имел тягу к точным наукам, что в итоге повлияло на всю его дальнейшую судьбу. В память о выпускнике, погибшем при исполнении служебного задания, на стене его родной школы установили мемориальную доску. Он был таким же, как и вы. Сейчас мы разговаривали с мамой. Он также шалил. Где-то, был, наверное, не совсем послушный, где-то с кем-то мог подраться, где-то не всегда получал 5, были и 3, были разные результаты его деятельности. Но он был честный, порядочный парень, он любил свою родину, и поэтому не случайно он выбрал путь защитника Отечества. В кругу друзей об этом человеке не принято говорить в прошедшем времени. Для многих он словно снова уехал в командировку. Орден Мужества Александра Наговицына дань его бесстрашию, смелости, самопожертвованию и спасению жизней при несении службы. Но героями, как известно, не рождаются. К шагу в бессмертие всегда готовы только лучшие из нас. Об этом знают те, кто знал его с детства. У него был очень взрослый взгляд. Было видно, что он старше своих сверстников. У него была всегда целеустремленность. И он был всегда светлым. И когда он ко мне подходил с разговорами, наверное, он видел во мне старшего брата. Мы все хотели старших братьев. У меня не было старшего брата. Я мечтал о старшем брате. У него тоже не было брата. И вот, возможно, он видел во мне. И задавал вопросы, куда пойти учиться, каким спортом заниматься. И вот я тогда, помню, дал совет, что я занимался вольной борьбой. Он говорит, а если я? Я говорю, да, вольная борьба. И потом он стал кандидатом в мастера спорта. А потом учеба в Академии гражданской авиации и красный диплом, работа диспетчером в Сыктывкарском авиаотряде. Свой путь в органах безопасности Александр Наговицын начал на рубеже исторических эпох в 1991 году. Молодой оперативник зарекомендовал себя сразу. Он на меня произвел действительно очень положительное впечатление. Такой, во-первых, он симпатичный парень,
сам производит вот так вот хорошее впечатление. Во-вторых, очень грамотный, коммуникабельный, такой раскрепощенный, очень хорошо, прекрасно рассуждает о жизни, правильно рассуждает, как мне тогда показалось. И в итоге по результатам нескольких встреч я сделал свое заключение как кадровый сотрудник, что он вполне достоин быть сотрудником органов государственной безопасности. В мае 1997 года Александр Наговицын получает первый руководящий пост – начальника отделения в городе Инте. Талант руководителя по результатам подразделения был налицо, поэтому уже 2 года спустя Наговицын возглавляет один из самых многочисленных отделов управления – Ухтинский. В 2004 году получает должность заместителя начальника регионального управления ФСБ, а затем следует судьбоносное назначение на Кавказ. Новость о том, что его переводят в Ингушетию, была как гром для нашей семьи. Я как могла, конечно, пыталась отговорить, но на эти слова, мои слова, он ответил одним простым предложением. Я офицер, я не могу не исполнить приказ, а ты жена офицера, и ты должна меня поддержать. Но, к сожалению, то, что случилось, так случилось. Но я хочу сказать большие слова, наверное, благодарности его маме за то, что вот Ангелина Петровна ее зовут, за то, что она воспитала такого сына, такого человека с большой буквы. Он настоящий друг, любящий сын, внимательный отец. И я горжусь тем, что я была его женой.